В 2022 году в Абхазии имело место 545 ДТП. Возбуждено 80 уголовных дел. По сравнению с 2021 годом количество ДТП увеличилось на 34%. С основным докладом о состоянии дорожного движения в республике выступила начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Тамила Бигвава. Из всех водителей, совершивших ДТП, 56 находились в состоянии алкогольного опьянения, 13 водителей в состоянии наркотического опьянения, 87 человек управляли автотранспортным средством без водительского удостоверения. Анализ состояния и динамика аварийности на автомобильном транспорте показывают, что уровень ДТП в стране продолжает оставаться недопустимо высоким, отметила Тамила Бигвава. В 2022 году в результате вышеуказанных дорожно-транспортных происшествий погибло 69 лиц. Напротив, в 2021 году 44 лица. Тяжкий вред здоровью причинен 80 лицам, средней тяжести 57 лицам, легкий вред здоровью причинен 119 лицам. Рост количества ДТП фиксируется во всех районах республики, кроме Галского и Гулрыбшского. Об этом свидетельствует статистика. Причиной основного количества ДТП, как и прежде, является грубое нарушение правил дорожного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. Что касается судебной практики по уголовным делам по фактам ДТП, следует отметить, что из 72 уголовных дел, направленных в суды общей юрисдикции с обвинительным заключением, в отношении 20 обвиняемых уголовные дела прекращены за примирением сторон. 42 лица осуждены. Значит, из осужденных лиц с назначением дополнительного наказания лишения права управлять транспортным средством судами вынесено всего лишь 28 приговоров, что составляет 38,8%. Однако в УГАИ МВД РА поступило всего 6 судебных решений судебных органов, а именно 4 приговора Гагарского районного суда, 1 приговор Гудаутского районного суда и 1 приговор Сухумского городского суда. Уголовных дел, возвращенных в соответствии со статьей 237 ПК РА, прокурору не имелось. При рассмотрении в суде уголовных дел данной категории вопросов, связанных с переквалификацией деяний, не возникало. За первое полугодие текущего года в Абхазии имело место 71 ДТП, в результате которых погибли 28 человек. За аналогичный период 2022 года было совершено 89 ДТП, погибли 24 человека. Прокуратурой города Сухум в суд направлено 17 дел. Правильно? 9 из них прекращены. Это больше половины. Это какой процентный показатель? Более 50%, да? За примирение сторон. С учетом увеличения общего количества, соответственно, увеличилось количество и прекращенных дел. Из года в год они имели место. Это при примирении с потерпевшим, где не наступила смерть. В этом случае, если стороны не имеют каких-то других финансовых между собой обязательств, само дело по существу не рассматривается, и до начала судебного следствия потерпевшие либо адвокат заявляют ходатайство о примирении сторон ввиду того, что никаких последствий для потерпевшего существенных не возникли. Общая протяженность автомобильных дорог Абхазии составляет 1989 километров, из которых 200 километров дороги республиканского значения. На регистрационном учете в ГАИ МВД состоит 70 тысяч транспортных средств. Укомплектованность личного состава ГАИ составляет 76% от штатной численности. Эти и другие цифры привел начальник ГАИ Валентин Трапш. В 2022 году сотрудники госавтоинспекции выявили 84 340 нарушений, из которых 6509 – это управление транспортом в состоянии опьянения. Начальник ГАИ в качестве приоритетных мер для улучшения дорожной обстановки выделил несколько пунктов. Среди них установка комплексов фото-видеофиксации нарушений, внесение изменений в действующее законодательство в части упрощения процедуры привлечения к административной ответственности, повышения требований к водителям. Используемая в настоящее время группировка из 8 аппаратно-программных комплексов практически мала для осуществления контроля за аварийно опасными участками автомобильных дорог. Причем работающих комплексов в данный момент всего 5. Для качественного скачка и осуществления надлежащего контроля за дорожным движением необходимо более 180 аналогичных комплексов. Создание единого ситуационного центра по контролю за улично-дорожной сетью Республики Абхазия и оперативному управлению действиями экипажей дорожно-патрульной службы. Оснащение техническими средствами фиксации нарушений всех экипажей дорожно-патрульной службы с объединением в единую программную сеть
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, возобновление круглосуточного патрулирования экипажами дорожно-патрульной службы дорог республики. Очень часто сталкиваюсь со следующими ситуациями, когда у нас в центре города происходят нарушения правил дорожного движения открыто и демонстративно. Вот это происходит, чтобы вы понимали, а многие сотрудники ГАИ на это вообще не реагируют. Вот я иногда задаю себе вопрос, а где вы находитесь, сотрудники ГАИ? Очень часто, чтобы вы знали, я звоню присутствующему здесь заместителю министра внутренних дел. Почему? Потому что, когда я как прокурор вижу такие нарушения, не отреагировать не могу. Только по моему сигналу за этот месяц было изъято несколько десятков автомашин. Было такое? Да. А нам нужны такие сотрудники, которые не могут достойно выполнять свою работу. В чем проблема? Вы знаете, руководство Министерства внутренних дел и руководители моего уровня выполняют ту работу, о которой вы сейчас осветили. К сожалению, она недостаточна. Мы работаем в этом направлении. А беседы проводите со своими начальниками? Да, конечно. Да. Лично провожу беседы, лично провожу инструктажи. Безнаказанность на дорогах порождает вседозволенность, подчеркнул генеральный прокурор Адгурагарба, подводя итоги совещания. Он назвал ситуацию на дорогах Абхазии очень плохой. Решение нужно принимать сегодня и сейчас. Нужно проявлять активность в работе, исходя из тех возможностей, которые у нас имеются. Для этого нужно просто проявлять активность и желание к работе. Основная проблема заключается в безнаказанности. Это мое мнение. Да, отсутствие культуры вождения, отсутствие дисциплины на дорогах и безнаказанность. Вот во главу угла я ставлю безнаказанность. А безнаказанность порождает вседозволенность. Нужно работать, нужно реагировать, нужно больше проводить мероприятий. Это то, что мы можем сделать сегодня. А если мы будем ждать миллионы для того, чтобы купить автомашины, установить видеокамеры, время не ждет. Почему? Потому что у нас проблема сегодня. Ее нужно сегодня решать нашими силами, теми средствами, которые у нас имеются. Замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа в завершении координационного совещания отметил, что все замечания генпрокурора будут приняты к сведению и работа по обеспечению безопасности на дорогах республики будет усилена. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.